Доброе утро! Приветствуем вас из студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. К нам сегодня опять придут интересные гости, а также мы посмотрим прикольные видеоролики и клипы. И обязательно зарядимся хорошим настроением на целый день. Если вы смотрите наше утреннее шоу, это значит, что, во-первых, вы не проспали свою работу, мы не проспали свою работу, а значит, мы большие молодцы. Оля, согласен, мысль глубокая, как равнина. Но вскоре у нас телезрителей еще станет больше, ведь на носу уже 1 сентября, а значит, студентам и школьникам нужно будет тоже вставать пораньше. Ну, кроме тех, кто будет говорить, что у них первая физкультура. Интересный факт. Ровно 60 лет назад, 27 августа 1959 года, в СССР приняли решение награждать отличившихся школьников специальными медалями. Представляешь? Слушай, если бы я учился в те времена, я бы 100% был тоже медалистом, потому что тогда, я думаю, от силы было, каких-нибудь 4 предмета, а мне как раз 8 десяток и не хватило до золотой. Ой, Леша, что-то я сомневаюсь в твоих словах. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Леша, а ты умеешь вообще готовить? Конечно, я вообще специалист. Когда-нибудь познакомлю тебя с высокой кухней и угощу тебя своим коронным блюдом – вареный батон в кляре. О нет, Леша, я, пожалуй, воздержусь. У меня антибатонная диета. А вот блюдо от нашего сегодняшнего гостя я бы с удовольствием попробовала. Я на самом деле тоже бы не отказался, потому что у нас сегодня в гостях глава гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чекилевский. Какое блюдо легче всего приготовить? Любое. А что нельзя делать во время уроков в школе? Можно делать все. Самая модная стрижка у баранов. На лысо. Куда приглашать девушку на первое свидание? В лесополосу. Как взбодриться с утра? Бодриться с утра, не просыпаться. Наш гость Александр Чекилевский, один из самых уважаемых кулинаров нашей страны, адепт национальной белорусской кухни, глава гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси. Доброе утро, Александр. Здравствуйте, Александр. Александр, расскажите, пожалуйста, о вашей организации гильдии шеф-поваров и поваров Беларуси, когда она была создана и для чего? Разве нам нужна такая организация в Беларуси? Конечно, нужна. В любой стране есть гильдии. Гильдии, даже не одна гильдия, а несколько гильдий, несколько организаций поваров. Там, это может быть региональные какие-то организации, это может быть общая по стране организация. Когда все вместе, это лучше, это интересно. Опять-таки, у каждого из поваров свои какие-то мысли, свои наработки. И когда это все идет в кучу, это способствует развитию нашей профессии в Беларуси. Александр, вы были инициатором создания гильдии, да? Вот что вас сподвигло вообще, как? Ну, не то чтобы я был инициатором. У нас была ассоциация белорусских поваров, но как-то она очень... она не работала фактически, ее не было. Плавающей платформе. Да. А для того, чтобы, например, участвовать в тех же самых кулинарных Олимпийских играх, необходима именно какая-то ассоциация. И мы сейчас работаем над тем, чтобы в ближайшее время попасть еще раз на кулинарные Олимпийские игры. Есть такие игры. Я уже мне назрел следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как оно вообще происходит, где проходит и какой приз, что нужно, чтобы попасть. Есть ли Олимпийский комитет? К сожалению, нету. Олимпийские игры проходят в Эрфурте, и один раз я даже имел честь участвовать в команде. То есть это могут быть командные соревнования, это могут быть индивидуальные. То есть работа с мясом, работа с птицей, работа вегетарианских блюд каких-то, например, как правильно нарезать тартар. То есть и как его подать. То есть, номинаций там очень много. Прям, готовить соус тартар может команда поехать? Нет, бифштекс тартар. Я думаю, рубленое соус мясо. Тартар, думаю. Нет, на самом деле соус тартар тоже правильно приготовить, это очень не важно. спорю. А вы тогда взяли какую-то номинацию? Мы получили дипломы, к сожалению или к счастью. Это была наша первая поездка. Я не скажу, что она удалась, но я не скажу, что она была комом. Потому что мы поехали, посмотрели, как все это происходит. Это было безумно интересно. Фактически мы 4 дня не спали, потому что мы готовились. Но ели. И даже не ели. Не ели? Нет, самое обидное, нам не хватило буквально 2 баллов, чтобы заработать бронзу. Александр, а кухня какой страны вам ближе как повару и как человеку? К
Конечно, белорусская. И в том случае, да? Да. Ну, я одно время очень сильно увлекался китайской кухней и японской кухней. Я был у истоков открытия самого первого ресторана японской кухни в Беларуси. Ну, а потом, как раз вот после кулинарной олимпиады, я 2008 года очень сильно увлекся белорусской кухней. Я объясню, почему. Мы когда приехали, все страны привезли свои национальные кухни. Они там были модернизированы под тем временам, скажем так, потому что все меняется. Лет прошло. Да, даже вот молекулярная кухня, такого тогда не было, но тем не менее. Вот, а мы привезли такую сборную солянку. Там было что-то чуть-чуть белорусского, больше европейского, куда-то еще. Вот я ходил и думал, а почему, собственно говоря, у нас ничего нету, мы же страна-то с большой историей. Когда мы приехали домой, начал смотреть, увлекаться, нашел тетрадку своей прабабушки, она тоже была, скажем так, поваром, записывала какие-то свои рецепты. И я понял, что я вообще о национальной кухне ничего не знаю, кроме, какие-то вот самые общие вещи. Да. Вот. И потом после этого я увлекся, и вот сейчас больше внимания уделяю национальной кухне, развитию национальной кухни. Что вы любите готовить больше всего из национальной кухни и что кушаете? Люблю картофельную бабку, потом, например, верещака, Что это? пызы. Пызы — это такие, как из пюре, но обжаренные, там Да, языки. вот, Там всё. не Я языки, тебя но научу. люблю борщ. Кстати, борщ это не только украинский, это и Белорусский, да? белорусский. У меня, например, в моем ресторане есть борщ по-виленски. Очень своеобразный, интересный вкус. Мы готовим это на свекольном квасе с добавлением клюквы, без картофеля, без капусты. Но это вот именно наше национальное блюдо. Вот. Перекочевник мне нравится, пирог такой сутки делается. Ну, вообще блюд очень много. Вы сейчас перечислили, я половину не знаю. Точнее, я не знаю вообще ничего, кроме драников. Доширак такой. Спасибо. Кстати, драники ассоциируют белорусов обязательно с драниками. Драники — это не белорусское национальное блюдо. Это вообще пришло к нам из Германии. Там на площадях, особенно вот я был в Гамбурге, мы были в Кёльне. Площадь, стоит жарочная поверхность, они жарят драники. Для них это десерт. Картофельные драники, они жарят, подают это с яблочным вареньем. На самом деле это вкусно, я приехал, попробовал, это вкусно, но это необычно. Вот. А до Германии это национальное блюдо евреев. Вы только что разрушили. Все Да, стереотипы. Телезрителям там кто-то... Александр, а как вы относитесь к такому сочетанию несочетаемого в блюдах? Ну, например, вот как вот картофельные драники и сладкий какой-то соус. Ну, на самом деле, если это подчеркивает вкус основного блюда, да, как-то дополняет его, тогда нормально. А бывает так, что в блюдо кладут, так вот балды, Всё. чтобы хайпануть, скажем так. Некрасивое слово, не люблю его, но тем не менее. Все подряд, и ты когда начинаешь это пробовать, вообще не понимаешь. Я помню давно-давно в Алуште, когда был последний раз, тоже там креативил шеф. Вот, он рыбу подавал с жареным бананом или с чем-то еще. И плюс еще сливки были сверху, плюс еще горчица. В общем, я один раз съел, и я 2 дня потом И не выходил на улицу, Так потому это что я просто не мог выйти. Это, может, просто был банкет, и то он, Может типа, быть. как солянку, только решил в твердом виде. Ну, все может быть, но это было, конечно, жестяк. Это А вы скажите, вот как вы считаете, какие черты белорусской кухни могут максимально привлекать туристов? как вот это не печально, но все гости, приезжающие в Беларусь, в Минск в частности, они всегда хотят драников. Вот все. Я очень долгое время сопротивлялся со своим учредителем. У нас там не то что до драки, но мы там ругались очень сильно. Я был Ну, против топор того... кто-то кинул, драки не было, в дверь Да, я был воткнулся. против того, чтобы были все-таки драники, да, и мы, наверное, почти год работали без этого блюда. Но потом как бы он меня уговорил, а так блюд на самом деле красивых, интересных очень много. И что-то о чем-то о том конкретном сказать, сложно. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И у нас сегодня в гостях глава гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чекилевский. Александр, насколько сложно у нас в стране открыть какое-то свое заведение? Первое, что нужно, это понимать, какое заведение ты хочешь. То есть надо продумывать концепцию. Это фактически от входной группы ресторана, как одет официант, какие тарелки, какой стол, какой, интерьер это все будет. Это обязательно нужно продумать. Потом необходимо понимать, где ты это хочешь открыть. Центр города, окраина. То есть изучить целевку, целевую аудиторию, которую ты хочешь. Потом необходимо получить соответствующее разрешение, документы. Потом ты покупаешь продукты, ты набираешь себе персонал, официантов,
шеф-поваров. Вот здесь вот очень у нас большая-большая-большая яма, поэтому, собственно говоря, мы открывали гильдию шеф-поваров. И начинаешь, и стартуешь. И там уже как бог на душу положит. Нет, я шучу, конечно. Если у тебя все продумано, если ты все взвесил, все нюансы и все остальное, то заведение, в принципе, начинает работать. И у нас очень много примеров хороших ресторанов. Александр, а белорусов как-то надо удивлять? Или они такие в целом, ну, и так сойдет? Здесь надо подходить очень аккуратно. Опять-таки, это мое субъективное мнение. У нас люди более консервативные. Всякие новшества нужно вводить по чуть-чуть, не сильно. Например, я открывал тоже одно заведение, и там потихонечку вводил элементы молекулярной кухни. Не просто блюда молекулярной кухни, а элементы. Там всякие соусы, гели, например, сушеные какие-то вещи. Это тоже молекулярная кухня. Там, например, пыль из маслин или пудра из белых грибов. То есть, в таком вот плане все. Вот. И обязательно выходил и спрашивал, понравилось, не понравилось. Если что-то не понравилось, что конкретно вам не понравилось. Может быть, текстура, может быть, послевкусие. Потому что через официантов в большинстве случаев ты четкой информации не получаешь. А когда ты выходишь к гостю, гость видит, что интересуется, совсем другое отношение. У меня, например, есть много гостей, которые за мной ходят из ресторана в ресторан. Мы же готовим для гостей, правильно? И если мы четко по ним получаем информацию, что вот это не получилось, я даже не буду считать это блюдо, если оно вам не понравилось, да? Вот даже так? Конечно. Попробовали, что-то не так. Бывает, мы же все люди, все ошибаются, мы же не машины. Мы можем это блюдо заменить. Я не буду его считать. Мне важно, чтобы гость ушел из моего ресторана довольным, что им на него обратили внимание. А бывают такие халявщики, знаете, которые ходят и мне не нравится это, мне специально, чтобы покушать, Муху навсегда. подкидывают. Вы Ну, знаете, да. бывает такое. Самое прикольное бывает так. Ты подходишь, разговариваешь, тарелка чистая, только ощущение, что ее вот так вот слезали. Мне не нравится. И я задаю вопрос. Если ты вам не доедал? нравится, зачем вы доедали? Было такое и не один раз, когда гостям не нравился. Я готовил блюдо, которое не по меню. Я готовил блюдо не по меню. И все, когда уже в качестве комплимента, скажем так, от заведения, вопросов нету. Но если тебе не понравилось, и ты все съел, здесь как-то есть такой момент некого сомнения, что ты говоришь правду. Опять-таки, вышел повар или официант спрашивает, скажите ему правду. Это же в следующий раз, когда вы к нам придете, а я надеюсь, вы к нам придете, это все будет учитываться. Да? И мы постараемся как-то сделать так, чтобы вам это понравилось в следующий раз. Александр, смотрите, мы для всех своих гостей готовим такие небольшие интерактивчики. Вы готовы поучаствовать? Да, давайте. Правила запредельно простые. У нас тут отобраны элементарные блюда. Ваша задача дать им название, такое, которое можно будет внести в меню высокой кухни. Хорошо, давайте попробуем. Смореброд из белого пшеничного хлеба с домашней колбасой. Смореброд. Смореброд. Интересно, Оригинально, да. да? Я бы заказал, а потом бы, когда мне принесли бутерброд с солями, батон с солями, я бы... Позвал бы Александра поговорить, да? Гренки «Бедный рыцарь». А почему бедный? А это традиционное немецкое блюдо, когда домашние гренки, молоко, яйцо, чух-чух обжарили, посыпали сахарной пудрой. У немцев, особенно вот район Кёльна, у них это просто вот они аж с ума сходят от Я этого уже вкуса. Доширак, что ли? Бич-пакет по-каменногорски. Ага. Паста с копчеными домашними колбасками, к примеру, да, и майонезной завитушкой. Майонезной завитушкой. Ой. Так, продолжаем следующую. Мой любимый овощной салат, это можно назвать весенний салат. Весенний салат из томатов с красным луком и ломтиками свежего огурца. Идет такая, знаете, весенняя рапсодия из столовой. Да. Я не люблю название, знаете, когда приходишь и там называют там котлета, там, не знаю. По-могилевски. По-могилевски, да. Нет, котлета из того, то есть это понятно. Вот все эти названия, честно говоря, вот немножко отдает, Постсоветским, да? постсоветским, да, Это такой вот. деревенским модерном. Так, давайте следующую. О, фаршированные яйца. Это же безумно вкусно. Фаршированные яйца с, допустим, с икрой минтая. С икрой минтая, к примеру. Нормас. О, Заливное из свинины. Пиццола с фаршем. Пиццола. и свежими томатами. И свежими томатами, да.
молодой картофель со сливочным маслом и свежей зеленью. Тут больше ничего не надо. Ну, хотя бы я бы добавил сюда еще немножко жареных лисичек и чуть-чуть порошка бекона. Так. Кровяная колбаса, кашенка. Кашенка по-деревенски. Да, с гречкой там, С да? гречкой, да. Сосиска в тесте. Тут не надо ничего говорить. Взять эту сосиску в тесте, разделить на 4 части, подать к ней соус из жареного картофеля. Ну, а как в высокой кухне преподнести, так, чтобы прям кто-то прочитал? Ну, сосиска в тесте, оно в школьной столовой написано, сосиска в тесте. А тут нужно, чтобы... Хорошо. Человек был Свиная колбаска в тесте фила. Вот. Я снова хочу. Заверните. Вы круто справились, прям, ну, мне кажется, вы даже название, не знаю, ливерки дали бы какое-то модное, что я бы купил вместо бифштекса. Хорошая ливерная колбаса, если делать им самим, она безумно вкусная. Это вот, ну, простите, скажем Стереотип так, да, такой, что не собака магазинная, не магазин. магазинная, но ливер, там туда же идут почки, печень, сердце, рубец и все остальное. Если сделать из этого хорошую колбасу, белорусскую национальную, это будет безумно вкусно. Александр, я знаю, что у вас для наших телезрителей есть небольшой подарок. Расскажите, пожалуйста, что это? Да, несколько лет назад я делал такую серию книг с рецептами. И я принес книгу «Фаршированные овощи». Вот она так выглядит. Вот тут. Это я на Это вы, кучу да? лет моложе. Ого, Посмотрите, пожалуйста. как здорово. Я люблю фаршированные овощи. Леш, ты? Но Конечно. сейчас и мода пошла. Вот последние несколько лет все ведущие шеф-повара очень много уделяют внимания именно Вегетарианству. овощам. А чтобы заполучить эту замечательную книгу, вам нужно будет подписаться на Инстаграм Александра, на Инстаграм утреннего шоу «Подъем», оставить под постом, где мы втроем вместе с этой книжкой, любой комментарий, а вскоре мы с помощью генератора случайных чисел вычислим, кто же заберет себе эту книгу. Все просто. Александр, благодарим за то, что пришли к нам в гости. Мы узнали много чего полезного. Мне очень стало интересно прийти к вам пообедать, чтобы вы потом вышли, спросили, нравится, Конечно. не нравится. Эфир утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл продолжается. И мне особенно приятно представить нашу сегодняшнюю гостью, известную белорусскую певицу Анну Шаркунову. Зачем кошка забралась на крышу? Боже, у него такой смешной голос. Ты знаешь Дениса? Конечно, и ни одного. Почему люки круглые? Чтобы удобно было проваливаться, не цепляться. Сколько человек едет в вагоне в метро в час пик? Ой, лучше мне этого не знать. Кому зимой холоднее всех? Мне. Почему хоккеисты всегда носят шлем? Они не только шлем носят, у них еще есть какие-то защитные штучки хорошие. Я один раз на нос ее мерила. Не знала, что это. К нам в студию пришла известная белорусская певица, участница многочисленных фестивалей и телевизионных проектов, исполнительница популярных песен, очаровательная Анна Шаркунова. Привет, Аня. Здравствуй, Аня. Привет, ребят. Скажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь, даже творческая, мне в большей степени интересует, с появлением сына? Так, как изменилось? У меня меньше свободного времени, я тщательно выбираю, куда ходить, в какие гости, в какие передачи, где участвовать, а где нет. Ну, наверное, так. Хочу концерт большой. Еще песня у меня про бывших. Выходит. Моя бывшая тоже недавно объявилась. На стене написала: Леша, верни контейнер из-под оливье. А ты что? 7 лет не виделись. Ты тщательно выбираешь проекты. Их просто очень мало. Да, Мало, вот да? вывод. Может быть, ты хочешь на голос? Мне много раз предлагали в «Голосе» участвовать. И я всегда отказывалась. Сейчас с Почему? Лепсом терки, да? Типа. Потому что там есть кое-какие закулисные дела, которые нужно потом будет долго отрабатывать. И мне кажется, это нецелесообразно в этом во всем участвовать. Подожди, что это за Не, ну закулисные там есть дела? контракты, их нужно, ребята подписывают, разрывают в одностороннем порядке, а если, то есть у тебя, если получится, ты будешь отрабатывать, если не получится, тебя все равно закроют очень быстро. И, Тебе некомфортны такие условия, да? они мне просто не очень подходят. Если бы я хотела переехать в Москву, я бы давно там была бы. Я не хочу. А почему? Потому что, чтобы чего-то достичь там, На нужно... таком этапе, как Надо Чем-то работать жертвовать. везде. И только представьте, какая Россия большая.
Я, представляю, я подписала контракт, такая где-нибудь в Норильске, там, в поезде еду, там, какие-то там 12-е сутки туда, и живу непонятно где. То есть мне уже, Чувствуешь, ребята, как щетина в плацкарте, ноги щекотят. ты понимаешь, я не хочу, уже этого не хочу. Аня, раз ты выбрала Да. остаться в Беларуси, Да. не хочешь ли ты поучаствовать в отборе на Евровидение? Если у меня будет песня, я поеду. Я не хочу просто участвовать. Леша тебе напишет. Леша напишет? Леша напишет на английском. Леша еще споет за меня своим прекрасным голосом. Да, там ковры, подушки, летающие ручки. Ну, уже Если у меня будет начало есть. Вообще я созрела, что я хочу. Я хочу туда поехать. Чтобы написать песню, кто работает над этими Я проектами? работаю сейчас. Только одна. Ну как, у меня есть команда, но я непосредственно принимаю участие и стала писать песни сама себе. Ты принимаешь участие, либо пишешь Я прямо музыку сама? пишу. Музыку. Я музыку пишу. И Тексты? текст пишет Вова Кубышкин. По-прежнему лучшего автора я для себя не нашла и не хочу пока. Мы вернулись в студию утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И у нас в студии потрясающая девушка, певица Аня Шаркунова. Еще раз всем доброе утро. Привет, ребята. Привет, Аня. Привет, еще раз. Аня, какое было самое неудобное, неприятное платье, которое тебе приходилось надевать на сцену? Дело даже не в платье, а в твоем состоянии, когда ты надеваешь платье. Оно может быть просто... У меня раньше были слишком голые платья. Что-то пошло не На так. Аню Шаркунову-то можно так посмотреть, приятно. Ну, всегда Не, приятно ну, смотреть на нет. красивую девушку. Это понятно, но бывает реально, когда ты слишком... Вот. Я поняла, что слишком красивая быть, это вообще не моя история. Почему? Почему? Ну вот, это мешает. У меня другие фишки. Какие? Ну, какая-то вот моя непосредственность на сцене. Я не пытаюсь быть там идеальной, красивой. Я, наоборот, кривая какая-то там иногда. В твоем случае это повышает какую-то лояльность аудитории, Наверное, да? да. То есть Да. они на У тебя меня не такая смотрят? же политика. Кому Да? не нравится, значит, тусуйтесь на парапете. Кто твоя целевая аудитория? Девчонки 25-34. У меня бывают иногда сольники. И я выхожу в зал, и я понимаю, что там одни девочки, там сидят некоторые мужчины, ну и прям по ним их сюда притащили, вот, знаешь, рядом пришли. То есть, женщины, девочки. Для всех своих гостей готовим какие-то забавные интерактивчики, игрухи. Ты готова поиграть? Да, конечно. Аня, смотри, правила очень простые. Сейчас будет звучать несколько композиций, которые, я надеюсь, тебе не знакомы. Твоя задача продолжить логическую цепочку. Это но варианты ответов. Песни подобраны, я тебе намекну, таким образом, что логика там не всегда присутствует. Давайте слушать... Да, давайте первый трек. Надевайте куру на шампур. Я все порезал, будто бы хирург. Блин, Артур. О чем поет этот человек, кроме Что слова там «блин»? надевайте губы на шампур? там Да что? ладно. Там кур есть, партура. Сейчас реально у людей как будто у них вот это вот во рту, и он поет вообще. Ты стаканчик купил, Ты стаканчик опять купил? уронил все мясо на траву. Да. Ты что, взял только один шампур? Смотри, какие дамы. Мур-мур-мур. Я за дамы. Ну, Да? это что-то там такая Давайте песня слушаем есть. правильный Давайте. ответ. Надевайте куру на шампур. Я все порезал, будто бы хирург. Блин, Артур опять уронил все мясо на траву. Ну скажи, вот, Это прекрасно. да? Прекрасно? Это чудесно. Мне кажется, это очень А было кто сложно. поет? Не, О, даже это не какой-то- даже не какой-то думаю. очень известный Артур человек, известный. да. Известный Артур. Так, давайте следующую. Все в мире пахнет, и забор, и лужа. Пахнет паук, пахнет даже... Пахнет даже стужа, калюжа, диско, рожа. Я за калюжу. За калюжу. Слушаем правильный вариант. Все в мире пахнет, и забор, и лужа. Пахнет паук, пахнет даже диско. Аня, все А диско хорошо. пахнет, конечно. Конечно. Аня, диско пахнет. Давайте третья, надеюсь, будет, пологичней. Люблю весеннюю пору, когда журчат ручьи. И Всё? Да. И прилетают Люблю грачи. весеннюю пару, когда журчат ручьи. По голове себе постучи. Мне кажется, это И каска. в голове себе Это вот постучи. из моей Давай, молодости. Давай. Люблю весеннюю пору, когда журчат ручьи. По голове себе постучи. Я же Ну, сказал, я это тоже каста. По голове себе постучи.
Прекрасно. Так, давайте следующее. Ты включаешь этот трек, и значит все уже классно. Я сегодня даю концерт на ветке красной, билеты на входе, очереди в кассы перед 20 поездок. Аня, Соприкоснись с прекрасным. Это когда ты в метро спускаешься, там Да, надо я билетик давно не покупать. спускалась в метро, хочу сына сводить. Да? На На экскурсию. экскурсию. Типа вместо поездки в Таиланд. Да? Типа пойдем-ка до Фрунзенской. Я против прошвырнемся. цирков, знаешь, всяких, нет. То есть туда ребенка не поведу, а в метро самое то. Соприкоснись с прекрасным. Соприкоснись с прекрасным. Слушаем. Ты включаешь этот трек, и значит все уже классно. Обязательно Я сначала слушать, сегодня даю концерт на ветке красной, билеты на входе, очереди в кассы перед 20 поездок. Соприкоснись с прекрасным. Ого! Молодец! Молодец, Аня. Я сейчас просто вольюсь вот в эти ритмы. И, В этот Ну, сейчас дурдом. последний уже вопрос. Как бы. А ты только влилась. Заводной апельсин. Так просто. Тебе продам твои же запчасти. Ну и немного дурачок отчасти. Кстати, мою маму зовут Настя. Еду на рыбалку, беру снасти. Эти ребята не знают, что такое рыбалка. Не верю. Немного дурачок. Что я продам тебе? Продам тебе твои же запчасти. Я или запчасти, или мою маму. Давайте про мою маму зовут Настя. Удиви меня. Заводной апельсин. Ну, как-то так. У нас передача непростая, поэтому 5-й вариант ответа придумала Оля. Красотка. Это была я, да. Аня, если бы тебе заплатили, ну, я не знаю, там, $1 миллиард долларов, да, ну, какую-то очень космическую для тебя сумму, ты бы спела вот... Я бы и так спела бы. Это же прекрасно. Я бы такой никогда не додумалась. Я не знала, что люди такое поют. Это просто взрыв сейчас. Слушай, если бы у нее Разрыв шаблона в моей было голове столько вообще. денег, она бы пела, что хотела, и Я другим просто- бы еще Я говорила. просто «Слушай, не спой». выговорю. Трын-тын-тын-тын-тын. Аня, мы знаем, что у тебя для наших телезрителей есть подарок. Есть да? подарок. И я заказала себе вот из Франции пришла ко мне глина, очень крутая для тела и для лица, и мне придется с ней расстаться. Она очень вкусно пахнет. Ничего Она себе. прям, Прям Лёш, такая если бы ты... банка-банка. Да, прям очень красивая. Посмотрите, какое... это произведение искусства, которое должно было стоять в моей ванной комнате. Пусть кто-то спит в этой майке со мной. Это ты? Это я. Да. Пусть это Майку будет. с надписью «Пусть это будет всегда» и с фотографией Ани Шаркуновой, также эту замечательную французскую глину для тела получить для вас очень нетрудно. Вам нужно подписаться на инстаграм Ани Шаркуновой, подписаться на инстаграм утреннего шоу «Подъем». Когда вы увидите фотографию, где мы будем все втроем вместе с этими подарками, под ней нужно будет оставить комментарий, где мы с помощью генератора случайных чисел определим победителя в ближайшее время. Ань, спасибо большое, что пришла к нам в гости. Было приятно пообщаться. И спасибо за подарки для спасибо. наших телезрителей. Друзья, наш эфир подходит к концу, и пришло время прощаться. А сегодня всего лишь вторник, а это значит, что неделя только начинается. К нам придут в гости самые интересные люди. Нас ждут увлекательные видео и интересные клипы. А это значит, что каждый день мы будем делиться с вами положительными эмоциями и хорошим настроением. До скорой встречи, дорогие друзья! Пока-пока!